муниципе Камрат перед мартовскими праздниками по улице Козырюка на старом кладбище обвалилась часть стены. Вокруг этого происшествия поднялась невероятная шумиха. 14 марта зампримара города Камрат Федор Петрович Гайдаржи по этому поводу дал пресс-конференцию. Появившаяся на сайте Гагаузлар статья «Пока руководство Камрата занято свержением формзала, молодежь наводит порядок в городе». Мы акцентируем наше внимание и в связи с тем, что это лживая пропаганда и ложь, которая была написана о том, что активисты молодежного движения «Илере» разобрали завал на Камратском кладбище, который образовался в начале марта в результате обрушения стены. Провести очистные работы раньше никак нельзя было в силу минусовой температуры и погодных условий. Необходимо было дождаться потепления, поясняет Гайдаржи Федор Петрович. Однако после выхода статьи на сайте Гагаузлар зампримара лично проследил за ходом работ. Буквально увидя данную статью на том сайте, я начал проводить расследование, потому что тот же день, который я приходил, подъезжал туда и видел, как рабочие наши работали, и работали по колено по грязи, потому что, вы знаете, после растаивания снега там действительно грязь. По словам заместителя примара муниципе Камрат, активисты молодежного движения «Илери», председателем которого является Нина Демогла, присвоили себе труд простых людей, таким образом пытаясь обвинить власти города в бездействии. Вы посмотрите на снимках, видно, как эти молодые люди одеты. Совсем не похоже, чтобы они пришли работать, говорит Федор Петрович. Директор муниципального предприятия ЖКХ Анна Федоровна Беженарь очень эмоционально отреагировала на сложившуюся ситуацию. Около 12 человек, сторожа кладбища и работники по ЖКХ работали в ужасных условиях. В тот день люди выкалывали. Мне как руководителю было стыдно туда ходить. Они каждый кирпич перебирали от раствора. Они его складывали, они голодные. У них по колено было, они были в грязи. И пришли люди, за 5 минут сняли это на фотоснимки и присвоили. Для чего этот пиар? Кому он нужен был? Почему вовлекают в политику простых, нищих людей? В завершении своего выступления Анна Федоровна Беженарь заявила, что не намерена останавливаться в поисках правды и что до конца будет защищать своих работников и отстаивать их права, во что бы это ни стало и как бы ни отразилось это на ее работе.